А Талибан уже открыто заявляет о посягательствах на территории соседних стран. Стоит ли Таджикистану опасаться? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Подконтрольная группировке «Талибан» администрация Кабула установила на одной из улиц города огромный глобус. Инсталляция могла бы остаться незамеченной, если бы не одно «но». В ней допущены многочисленные географические и даже политические ошибки. Радикальное движение «Талибан», запрещенное в Таджикистане, установило в Кабуле инсталляцию глобуса, на котором территория Афганистана превышает реальную площадь государства и занимает земли соседних стран. Например, на талибском глобусе территория Афганистана непропорциональна настоящему размеру страны и выходит за реальные общепризнанные границы. На талибской версии земного шара Афганистан включает в себя части территорий Ирана, Пакистана и республик Центральной Азии. Как сообщает BBC, в частности, на талибской версии глобуса земли Ирана, Пакистана и государства Центральной Азии, добавленные к территории Афганистана, а сама страна имеет большую границу с Казахстаном. В талибском глобусе Корея и Дания вообще превратились в острова, Турция лишилась европейской части, а Катара, Эстонии и Тайваня просто нет. Глобус установили на Кабульской площади Дахан-и-Баг. Диаметр глобуса составляет 8 метров, а вес 2 тонны. Конструкция установлена на механизме, который вращает модель Земли 5 раз за минуту. Как вы относитесь к такой ситуации? Ведь это как минимум вызывает много вопросов, почему они позволили себе так отнестись к границам соседних государств. Ведь это не очень красивый жест, вы согласны? А пользователи социальных сетей раскритиковали талибский глобус и подчеркнули абсолютное невежество его авторов. Создатель инсталляции Исматулла Хабиби свое оправдание заявил, что изменил размер Афганистана для того, чтобы сделать государство на карте более заметным. Впрочем, по данным персидской службы BBC, представители Талибана остались довольны своей работой. Наша страна была угнетена, повидала столько горя. И суть этой инсталляции в том, чтобы наши люди почувствовали пробуждение и почувствовали себя счастливыми, потому что мы сделали нашу страну немного больше. Мы увеличили масштаб, чтобы люди могли узнать свою страну, увидеть, что их страна присутствует на карте. И мы надеемся, что мир также признает ее официально. Талибы пришли к власти в Афганистане почти год назад, но до сих пор ни одна страна мира не признала их правительство. Правительство Талибана неоднократно заявляло, что не претендует на другие земли и не позволит использовать территорию Афганистана для действий, направленных против соседних стран. Но, похоже, соседние с Афганистаном страны не очень доверяют обещаниям талибов, и потому многих этот глобус очень сильно насторожил. Как вы думаете, стоит ли нам напрягаться, или это просто невежество и глупость человека, который создал этот глобус? Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!